В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. Компания «Тугис» запустила сервис, позволяющий автомобилистам узнать о наличии бензина на более чем 29 тысяч заправок по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Карта бензина доступна в приложении и на сайте benzin.tugis.ru. Наличие топлива на АЗС определяется на основе обезличенных данных о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Кроме того, карта учитывает сообщения пользователей. На карте отмечены заправки с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также какие ограничения действуют на АЗС, есть ли лимит на заправку, можно ли приехать с канистрой. Кроме того, сервис отображает, есть ли очередь на заправке, насколько она велика. Мы запустили карту бензина в Тугис, чтобы водитель смог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в Тугис. Запуском нового сервиса это стало еще проще. В карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь, отметил руководитель продуктов транспорта и навигации Тугис Сергей Кириллов. Агропромышленный комплекс получает топливо в приоритетном порядке. Это позволяет удерживать стабильный ход полевых работ, сообщили в Минсельхозе. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание, посвященное вопросам снабжения агропромышленного комплекса. В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных ведомств. В Минсельхозе подчеркнули, что ключевой задачей является соблюдение сезонных графиков поставок согласно поручению президента Владимира Путина. Основной приоритет отдан обеспечению топлива полевых работ, а также логистических процессов перевозки сырья и доставки готовой продукции в торговые сети. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельскохозяйственных производителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. В Ингушетии с 13 июня стартовало 2 региональных конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Оба проекта являются инициативой главы Республики Ингушетия Махмута Али Калиматова и направлены на поддержку владельцев ЛПХ и развитие благоустройства придомовых территорий. Организацию мероприятия осуществляет региональное министерство сельского хозяйства. Призовой фонд конкурса на личное подсобное хозяйство составляет 3 миллиона рублей, фестиваля цветов 1 миллион рублей. Об итогах далее в интервью. 27 июня должен был завершиться отборочный конкурс «Лучшее ЛПХ и фестиваль цветов», но в связи с погодными условиями до конца этого месяца будут подведены уже все итоги. Подробности нам расскажет Хади Мистоева, начальник отдела субсидирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия. Приветствую вас в студии нашей программы. Хади, какие задачи стоят за конкурсами «Лучшее ЛПХ и фестиваль цветов» и вообще, в принципе, какую практическую пользу и они дают как региону, так и жителям? Сначала мы обозначим, что этот конкурс, это мероприятие, в котором оценивается достижение такого же сельхозтруженика, сельскохозяйственника за его труды в сельском хозяйстве. Данный конкурс, он стал очень популярным в нашей республике. Очень много он пользуется популярностью среди населения. Здесь идет достижение, популяризация рационального использования земель сельхозназначения, вовлечение молодежи в аграрный сектор идет огромный, обмен опытом идет. У нас в республике более 500 тысяч личных подсобных хозяйств, которые занимаются выращиванием растениеводческой продукции. Это также является и продовольственной безопасностью. Это немалый фонд, который вкладывается в аграрный сектор и в развитие экономики региона. Так вот, я считаю, что этот конкурс он оправдал свои надежды, и мы видим, что это по тем заявкам, которые увеличиваются с каждым годом. Ну, он проводится не первый год, да? Да, с 2021 года проводится конкурс на личное подсобное хозяйство, и уже в этом году 4-й раз мы будем проводить конкурс «Фестиваль цветов».
который также завоевал сердца жителей нашего региона. Это большое подспорье для региона, потому что люди как обмениваются опытом, получают за свои достижения, но также и денежное поощрение, которое они получают, это тоже мотивирует их. По каким ключевым критериям комиссия оценивает участников конкурса «Лучшая ЛПХ», получается, уже на втором этапе? У нас идет оценка и определение победителей на втором этапе. И мы смотрим, ключевыми критериями являются это размер приусадебного участка, как и в фестивале цветов, так и в ЛПХ. Оценивается по разнообразию выращиваемой, в данном случае растениеводческая продукция, а тут цветочно-декоративному оформлению. Также учитывается состав семьи, сколько человек занято в данном приусадебном участке или в данном случае наличие технических средств мы смотрим. Но также ключевым критерием является членство в кооперативе для конкурсантов на лучшее личное подсобное хозяйство. В чем принципиальная разница между подходом к оценке ЛПХ и подходом к оценке участников фестиваля цветов? Какие параметры здесь важны? В принципе, я же сказала, вот эти все пункты у них совпадают. Только тут выращивание растениеводческой продукции, а в данном случае идет цветочно-декоративное оформление и озеленение дворовых и придворовых территорий. В принципе, таких... Особой разницы нет. Да, особой разницы нет. Вот это один критерий, который касается, он разнится, это членство в кооперативе. Для ЛПХ. Членство в кооперативе получают ЛПХ, да? Да. Какие типы культур и зеленых насаждений чаще всего встречались у победителей, и что в этом направлении вы считаете наиболее сильным примером для подражания? Вы знаете, с каждым годом, вот уже я являюсь членом комиссии 4 года, с каждым годом наши жители нас не перестают удивлять. Я даже не могу сейчас обозначить, что вот это вот является ключевым, именно если говорить про сад-огород. В данном случае у нас выращивают даже такие культуры, если, как, например, у нас есть конкурсанты, у которых в саду растут и киви, и гранат, и хурма, и инжир. Это такие вот растения, которых у нас их не было, да, раньше. Вот, а сейчас, мне казалось, что вообще у нас в регионе в нашем... И также, если учитывать огород, есть люди, у которых и цветная капуста, и брокколи, и чего только нет. Выращивают все, начиная от кабачков, патиссонов, баклажан. Это получается в парниках, да? Нет, нет. Просто в огороде? Просто в огороде. То есть и оно все это у нас растет. Поэтому вот обозначить именно, что вот есть огороды, где растут только вот прошлогодние наши победители, я не скажу, что это первое место у нас там, это горная местность, у них не было таких, да, вот уже на нашей территории, именно имеется в виду на нашей территории, это Назрановский район, Сунжа, очень много было именно таких вот культур, которые у нас раньше, в принципе, не выращивались. Не знаю, с чем это связано, наверное, с изменениями климатическими. Скорее всего. Комиссия также, насколько мне известно, оценивала условия, которые создают участники на территории своих хозяйств. Как именно это измеряется и проверяется в ходе отбора? Мы учитываем все те критерии, которые я обозначила, а также смотрим ухоженность, подход какой-то. Есть люди, у которых даже в ЛПХ у них такой творческий подход. Они как и делают и красоту, как и выращивают разные, тут же и оформление. Это тоже комиссия учитывает. Учитывает то, что обеспечивать себя, тот же инвентарь, то те же технические средства мы смотрим. Вот все вот эти моменты. Если брать фестиваль цветов, то там уже учитывается ландшафтное оформление, декоративное оформление, газоны, лучший цветник. По таким критериям. Хади, а сколько вообще заявок поступило в этом году на каждый конкурс? И что эти цифры говорят вообще о вовлеченности нашего населения? Это все-таки динамика, да, интересов к инициативе? Да, динамика очень хорошая, конечно. В этом году поступило около 700 заявок на ЛПХ, и также около 200 заявок, насколько мне известно, документы передавались только и на фестиваль цветов.
Это рекордное количество заявок. У нас с каждым днем, с каждым годом у нас больше, идет, да? да, все больше и больше. Как устроен вообще сам первый этап? По каким основаниям вообще формируется шорт-лист? И является ли сигналом вот это того, что хозяйство или сад может пройти дальше? Комиссии выезжают на места и оценивают. У них идет оценка и отбор на первом этапе. Потом они передают уже в региональную конкурсную комиссию, где уже окончательно оцениваются и определяются победители. На первом этапе подают все население, и они уже смотрят, проходит товарищ Или нет? проходит конкурсант во второй тур или нет, и оценивают они по всем вот этим критериям тоже. Какая категория чаще всего подает заявки? Это, получается, опытные хозяйственники или же начинающие садоводы, семья, молодежь. Есть ли вот какие-то заметные тренды среди участников? Я бы не сказала, что есть какие-то определенные у нас участники, потому что в прошлом году второе место у нас получили два взрослых человека, которые в Карабулаке, это был Аушев Бетер-Султан, этому конкурсанту около 80 лет. А в Кантыше у нас была тоже Аушева Пятима, тоже женщине было около 80 лет. А были конкурсы, когда мы подавали 18-летние дети. Тут как бы категория людей По-разному, да? По-разному идет. Возрастного там нету такого, что есть опытные. Есть те, которые очень творчески подходят к своему огороду, и даже вот есть такие люди, которых можно обозначить. Это те наши и вторые места, и первые места, которых мы запомнили. Ну а так, в принципе, могут принять и принимает любой житель Республики Ингушетия, который занимается ЛПХ, а также занимается своим дворовым и придворовым оформлением и озеленением. А планируется ли вообще по итогам конкурсов поддержка победителей и вот наиболее ярких таких участников? То есть консультация агрономов. Все-таки очень полезно будет проводить семинары, мне кажется, да, обучающие, обеспечение посадочным материалом, те же самое участие на выставках. У нас есть конкурсанты, которые принимали участие в наших ярмарках, которые мы проводим на территории республики. Создавались чаты, где они обменивались опытом. К нам приезжали и агроблогеры, которые им давали свои контакты, и консультировали их. Ну, есть такие моменты, которые поддерживают наших конкурсантов. Вы сказали, что конкурсы у нас в республике проводятся уже 4-й год. Наверное, есть все-таки прогнозы, что они и дальше будут у нас проводиться, да, и, возможно, формат будет меняться, но все-таки будет иметь место быть. Как Минсельхоз планирует использовать лучшие практики победителей? Ну, у нас есть группа, которую мы будем создавать, где они будут обмениваться опытом, где мы будем их приглашать на ярмарки. Ну, если обратятся, то будем помогать им. Так что бы вы выделили в качестве главного результата конкурсов за текущий сезон? Это помимо призовых каких-то мест, рост культуры выращивания, укрепление сообщества, благоустройство территории или же все-таки развитие сельских практик, что в последнее время стало очень актуальным? Ну, это вовлечение в малый бизнес, как мы обозначили, да. Это очень много людей заинтересовалось сельским хозяйством. Среди них очень много взрослого населения и молодежи. Это тоже как бы это также продовольственная безопасность. Я считаю, что конкурс оправдал. Что бы вы вообще хотели сказать участникам завершения нашей программы? Я бы хотела им пожелать удачи. Творческих успехов. Все-таки, мне кажется, это сельхоз какая-то деятельность, это вот именно в выращивании цветов, то, что вы говорите. Красиво высадить элементарную лужайку, мне кажется, надо иметь какой-то творческий подход к этому процессу. Действительно, любить прекрасное. Пожелаем нашим дорогим участникам неиссякаемой творческой энергии и хороших плодов.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Хади Мистоева, начальник отдела субсидирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия. Спасибо вам, что нашли время и пришли к нам на программу. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Ади Калшин,